Добрый день, друзья! Это программа «Цена свободы». Я Михаил Серкели. В этом проекте мы обсуждаем ту цену, которую сплатит современное общество за свободу и возможность жить в независимой и свободной стране. Как вы знаете, в соседней Украине идет сейчас война, и Украина платит сейчас очень высокую цену за свою свободу и возможность самостоятельно принимать решения по поводу своей будущей судьбы и каждодневной и повседневной жизни. Об этом важно говорить, и сегодня мы поговорим с Юрием Демчогло, уроженцем Гагаузии, села Тамай, который является председателем Ассоциации гагаузских обществ в Украине и советником главы Одесской обладминистрации. Господин Демчогло, здравствуйте, слушатели его студию. Я тоже рад вас слышать. Вы родились, выросли в Гагаузии. Вы проводили определенные, скажем так, благотворительную деятельность в Гагаузии. Скажите, пожалуйста, вот с началом войны в Украине, потому что мы знаем, что отношение общества очень сильно изменилось и друг к другу, и вообще ко всему тому, что происходит вокруг. Сохранились ли ваши отношения с вашими односельчанами после того, как началась война в Украине? Вы знаете, я со всеми контактирую, с родственниками, с знакомыми. Первые дни войны очень много звонков было. Спрашивали, там, как ситуация. Общаясь с многими, перестал общаться, потому что позиция, конечно, разная с многими из моих знакомых. Многие говорили, вот, типа, расслабьтесь, все будет нормально, Россия придет, порядок наведет и тому подобное. Но большинство все-таки моих друзей поддерживает Украину, поддерживает нашу позицию, поддерживает гагаузов Украины. Это именно на уровне людей, знакомых, простых людей. Я бы хотел выстроить эту передачу, конечно, мы поговорим о ситуации в Украине, безусловно, и в Одессе, потому что все ожидают и ждут, как будут развиваться события в Одессе, потому что если выстоит Одесса, будет в безопасности и Гагаузия, и Республика Молдова, это все прекрасно понимают. Если выстоит Одесса, не будет никакого прорыва коридора до Приднестровья. Но и также я бы хотел поговорить о взаимоотношениях вот этих двух общин. Общины гагаузской в Одессе и непосредственно здесь в Гагаузии. Вот вы сами упомянули здесь буквально только что о том, что кто-то вам звонил и говорил о том, что нужно расслабиться, русские придут, освободят. Вы это же говорили в интервью новостному порталу ЛАВ, и вы также сказали, что это были некоторые депутаты Народного собрания. Вы могли бы назвать этих депутатов Народного собрания? Чисто для истории, чтобы зафиксировать. Не, я называть не буду, это пусть на их совести. Действительно, они звонили первый день войны, когда была максимальная агрессия Российской Федерации, но когда потом украинская армия показала свою мощь, звонки перестали, поэтому они поняли, что не все так просто. Поэтому я с ними по-любому друзьями останусь также, поэтому будем общаться. Если у каждого свое мнение, его нельзя поменять. Вы знаете, в Гагаузии тоже у многих граждан свое мнение, и переубедить их, спорить с ними лучше нельзя. Пусть каждый остается при своем мнении. Просто мы, гагаузы Украины, мы граждане Украины, мы полноценные граждане Украины, поэтому мы работаем на эту страну, мы воюем за эту страну, мы оказываем содействие кто как может, потому что Украина наша страна, Украина дает нам работу, Украина платит нам зарплату, Украина обучает гагаузов гагаузскому языку, тратит, финансирует и гагаузские школы, и гагаузских учителей. И наши фестивали, мероприятия постоянно, в том числе за счет бюджета, проходят. Поэтому Украина так не только с гагаузами, с молдаванами, с болгарами. Наша позиция, мы гагаузы полностью поддерживаем нашу страну. Как я говорю, у нас есть, к сожалению, уже 2 погибших гагауза в этой войне. Так что наше дело правое. Безусловно. Господин Демчогло, вот это очень интересная дискуссия начинается, и здесь я бы хотел вот остановиться и задать уточняющий вопрос. Сообщество гагаузов в Одессе, как оно вообще относится к этой войне? Вы говорите «мы», я так понимаю, вы имеете в виду все сообщество гагаузов. Как
каково отношение, воздействие российских СМИ? По-прежнему силен сентимент по отношению к России или ситуация среди гагаузского сообщества в Украине меняется? Ситуация среди гагаузов Украины поменялась кардинально в 2014 году. Я вам скажу, что до 2014 года, до оккупации Крыма, до военных действий на Донбассе, где полноценно проявилось участие России в этом конфликте, в военном конфликте, ситуация очень кардинально поменялась. Если у нас раньше, знаете, как и в Гагаузии было очень много, в том числе пророссийски настроенных до 2014 года, то после 2014 года их осталось очень мало. И они и сейчас есть. Как бы смотрят российское телевидение в некоторых наших силах Гагаузской Украины. И, соответственно, вы сами видите, как красиво работает российская пропаганда на РТР-24, на прочих российских каналах. Соответственно, есть люди у нас в Украине, гагаузы, которые смотрят в том числе только с утра до вечера только эти каналы. Поэтому у них чуть-чуть другое мнение образовывается, но они одновременно из-за того, что видят информацию из украинских СМИ, они, по крайней мере, сопоставляют и, по крайней мере, однобокую информацию не воспринимают. Процент пророссийских, я вам скажу, среди гагаузов Украины до того мал. И даже тот, который есть, он до того пассивен. И, как правило, это люди, которые старше 60 лет, старше 50 лет, они больше все думают, что Советский Союз еще может каким-то образом вернуться. Хорошо, вот в этом контексте, как гагаузы Украины смотрят на Гагаузию сейчас и что они от нее ждут? Потому что в том числе и вы, и другая гагаузка из Украины, Тодор Арнаут, высказались с серьезной критикой в отношении властей Гагаузии. И в том числе по поводу того, что не было поддержки, как минимум выражения солидарности с гагаузами Украины, извините. Чего в данном случае ждут гагаузы Одессы от Гагаузии и властей Гагаузии, если чего-то ждут вообще? Если так прямо посмотреть, народ Гагаузии поддержки как бы не ждет, потому что всегда рассчитывает, мы гагаузы такие, что всегда рассчитывали только на себя, на свой труд, на свои действия. То есть мы сами, что гагаузы Украины, что гагаузы Гагаузии, мы один народ, и мы кузнецы своего счастья, где бы мы ни проживали, в Украине, в Молдове, Болгарии, Греции. Наш менталитет, наш характер такой. Касательно Гагаузии, я хотел бы разделить на две части. Народ Гагаузии и руководство Гагаузии. Я, во-первых, хочу, пользуясь случаем, поблагодарить весь народ Гагаузии и народ Молдовы за то, что приняли и будут принимать украинских беженцев. За то, что дали им еду, кров, потому что действительно в первые недели войны было очень много беженцев, и гагаузские села, гагаузские города, Молдова в целом, за что всем большое спасибо, что очень хорошо относилась и относится к тем беженцам, которые вынуждены были переселиться с Украины в Молдову. Отзывы очень хорошие о гагаузах. Вот некоторые мои знакомые, которые там, я даже иногда звонил, просил там в Чадорнунгу, в Камрате, там мои знакомые с Киевской, Северо-Киевской области, Черниговской области разместились в Гагаузии, они все очень довольны. Многие из них, кстати, уже вернулись. У нас последняя неделя особенно, вот мы контролируем, нам дают данные по пересечению границ, то в 3 раза больше людей уже возвращается в Украину, чем выезжает. То есть ситуация, особенно в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской области стабилизировалась, и жители этих областей, которые вынужденно покинули Украину, массово сейчас возвращаются. В том числе жители Одесской области, которые увидели, что российские войска, украинская армия остановила между Николаем и Херсоном, и в Одесской области, по крайней мере, сегодня ничего не грозит.
Последние 2 дня вообще ситуация очень спокойная. Даже количество сирен уменьшилось до минимума. Касательно руководства Гагаузии, ну что я могу и что мы можем от них требовать? Когда была мирная жизнь, мы общались, вы знаете, я в том числе, когда был 5 лет заместителем главы областной рады, я помогал, мы общались, мы устраивали даже некоторые совместные мероприятия, приглашали на фестивали гагаузские в Украине. И Башкан Ирина Влах посещала украинские села несколько раз, и руководство Народного собрания. Но за это время, в принципе, произошла перезагрузка в Народном собрании. С многими депутатами я давно общаюсь, дружу, несмотря даже на войну. Некоторые звонили, мы уже этот вопрос обсуждали. Но официальной позиции ни от Башкана Гагаузии, ни от руководителя Народного собрания я не слышал. А какой бы могла быть эта позиция, с вашей точки зрения? Ну, по крайней мере, ну, я не жду какой-то конкретной позиции, но я констатирую факт, что ни ко мне лично руководство Гагаузии, исполнительной законодательной власти не обращалось, нужно ли вам что-то. У нас ситуация, слава богу, в гагаузских селах Украины спокойная. Мало того, сегодня гагаузские села Украины принимают очень много беженцев, в том числе из других регионов Украины. Во-первых, очень много гагаузов, которые жили там в Черниговской, Сумской, там, Херсонской, Донецкой, Луганской областях, приехали обратно в села. И плюс и привезли с собой еще знакомых, родственников там, и прочее. Сегодня население гагаузских сел Украины выросло, наверное, в 2 раза. Я вам скажу, на сегодняшний день, по крайней мере, села переполнены, можно сказать. И ситуация спокойная. Да, есть проблема немного, там некоторые проблемы с тем, что социально незащищенные слои населения нужно помогать, но центральная власть, областная власть, у нас наладилась в последние недели эта работа. Во-первых, очень много гуманитарной помощи приходит с-за границы, с Румынии, с Болгарии, с Молдовы даже, с других стран европейских, и не только европейских, и Канада, Америка гуманитарную помощь начала присылать. То есть села, в том числе благодаря этой помощи, тоже обеспечены. Ну, мы же сейчас не об этом, господин Демчонглы. Понятно, что люди не нуждаются, понятно, что люди, скажем так, слава богу, юг Одессы и там, где живут гагаузы в Одессе, не коснулись боевые действия. Но мы же говорим о другом, да? То есть, если вы говорите о том, что очень много гагаузов Одесской области прониклись патриотизмом к Украине, они наверняка ждут какой-то поддержки и солидарности, в том числе и с гагаузами. И наверняка они не ждут, там, я не знаю, какой-то материальной поддержки, никогда не ждут гуманитарной помощи. Все прекрасно понимают, в каких условиях находится сегодня Гагаузия и что она может, чего она не может. Но как минимум и Лафланде делалось до Гагаузла. Вот, наверное, это, скорее всего, ждали, и этого не было. Ждали ли это гагаузы Одессы от руководства Гагаузии? Еще раз скажу, это пусть будет на совести руководства Гагаузии. Война пройдет, и Украина и Гагаузия будет также продолжать дружить с гагаузами Молдовы. Я думаю, что война не должна быть раздором между нами. Как бы Илав görmedik. Allah, как говорится, bizi korusun. Allah bize yardımcı olsun da hepsi olacak işte. Илав biz beklemedik. Гагаузы никогда не ждут хорошего слова. Гагаузы привыкли это слово делать. Ну да, соглашусь, пожалуй, с вами, да. Но вот несколько лет назад была заложена такая очень интересная идея, как Гагаузии, центра всех гагаузов всего мира. Да? Вот в этих условиях, как вы думаете, Гагаузия выполняет эту роль или она немножко отдаляется от этой роли? Ввиду последний конгресс гагаузов был, насколько я помню, пару лет назад. Всемирный конгресс гагаузов. Потом пришла пандемия. Сейчас у нас военные действия, это невозможно, конечно же, проводить. Я думаю, что конгресс гагаузов обязательно будет. У Гагаузии есть по-любому, у гагаузов мира нету другого образования, государственного, автономного,
такого, как Гагаузия. Поэтому Гагаузии суждено быть независимо от военной ситуации, политической ситуации, суждено быть и дальше центром всех гагаузов мира. Поэтому, как бы, я же говорю, мы будем собираться, все гагаузы мира, Болгария, Мне, по крайней мере, руководитель болгарских гагаузов позвонил, спрашивал, как дела, чем надо помочь. И мало того, я несколько наших гагаузов размещал в Арме, несколько гагаузских семей с Киевской области, с Черниговской области, которые решили поехать дальше, решили поехать в Болгарию, он помог и с жильем им. То есть гагаузы Греции даже, кстати, звонили. Вот из Донбасса, там есть руководитель. Ну, там они смотрят другое телевидение. Просто поэтому, наверное, по-другому Да. оценивают ситуацию. Они звонили первые недели, и недавно тоже опять звонил, чем мы можем помочь, спрашивали. Вот я вам откровенно скажу, руководители гагаузских обществ Болгарии и Греции лично мне звонили и спрашивали, необходима ли какая-то помощь, что нужно, и тому подобное. Предлагали там, если будут беженцы гагаузы, готовы принять их. Вот такие разговоры пока с ними были. Ну, отлично, рад слышать. Давайте перейдем к делам в Одессе. Как сегодня живет Одесса? Вот недавно потопили крейсер «Москва». И я так понимаю, что благодаря этому событию Одесса вздохнула спокойно. Я правильно понимаю? И мы это почувствовали после удара по крейсеру «Москву» и его потоплению. Ситуация в Одессе стала очень спокойной. Очень спокойная, как говорится. Но ракет больше не падает с тех пор. Количество сирен уменьшилось в разы. То есть если раньше это там воздушная тревога объявлялась, там, или ракетная тревога, обстрел объявлялись там 5-6 раз в день, то вчера за целый день только один раз был. И то она была такая короткая. Обычно она там на полчаса, на час. Это она была минут на 10. Это был беспилотник российский, который, кстати, был сбит вчера над Одессой. То есть ситуация намного улучшилась, и мы теперь понимаем, что Россия потеряла не только свой важный такой крейсер, важное военно-морское судно, но и Одесса обрела глоток свободы и такой более-менее мирной жизни. То есть люди начинают возвращаться в город, я правильно понимаю? Абсолютно верно. Очень много людей вернулось в город, поэтому сегодня мы живем полноценной жизнью. Мало того, с сегодняшнего дня в Одессе сокращен комендантский час. Он будет всего лишь с 10 ночи до 5 утра. До сих пор был он там длиннее. Так что потихонечку лучше и лучше, дай бог. Ну хорошо, вы наверняка Одессе, общаетесь с людьми, которые принимают определенные, не знаю, военные решения. Сохраняется ли риск высадки российского десанта на побережье Одессы? Ну, во-первых, он был минимален, и до сих пор без успешной сухопутной операции российских войск в районе Николаева-Херсона в Одессе высадка десанта была бы равносильно гибелью этого десанта. Потому что первые дни войны попытки десанта были. Они все уничтожались. И слава богу, руководство российской армии поняло, что это бездумно высаживать десант у берегов Одессы без сухопутной поддержки. Сегодня российская армия полностью остановлена на границах Херсонской и Николаевской области. Продвижение российских войск последние 2 недели вообще отсутствует какие-либо. Даже вот вчера были попытки опять продвижения массовые после обстрелов Николаева и украинских войск на границе Николаевской и Херсонской области. Они были все отражены. Наступление опять захлебнулось. И поэтому мы видим опять позитивные точки, что все-таки украинская армия, украинские войска с каждым днем все сильнее и сильнее, а запасы российской армии и их мотивация все-таки истекает. То есть, я так понимаю, сухопутная поддержка должна была прийти в том случае, если бы российские войска смогли взять Николаев. Теперь это... Абсолютно верно. Тогда Одессе бы, может быть, что-то и угрожало.
Скажите, пожалуйста, вот экономическая жизнь, гражданская жизнь в Одессе возвращается, запустилась экономика в Одесской области, потому что мы знаем, что Украина снабжает хлебом, ну, можно сказать, половину арабского мира, да, или половина хлеба, который потребляет арабский мир или Ближний Восток, он идет из Украины. Я так понимаю, юг Украины это Житница, в том числе, я так понимаю, Одесская область. Полевые весенние работы начались, экономика перезапустилась или все пока еще в военном положении? В Одесской области, как и во всех, у нас, во-первых, хочу сказать, что 3 недели назад вышло постановление Кабинета министров, согласно которому все субъекты предпринимательской деятельности, все субъекты экономической деятельности на территориях, в областях, где нет военных действий, должны работать. Это как бы приказ и указ. Соответственно, 3 недели назад полностью вся экономика Украины перезапустилась. Даже не 3, 4 недели назад, можно сказать. Поэтому у нас в Одессе все работает. Практически все заводы, все фабрики повторно уже работают. Супермаркеты работают, банки все работают. Поэтому жизнь полностью, я вам скажу, даже все кафешки и все парикмахерские пооткрывались. Отлично. Процентов 90 точно. То есть Если можно только приезжать в хозяева Одессу, куда-то не уехали далеко. то есть можно приезжать в Одессу, я так понимаю, как туристы, я имею в виду. Ну, приезжать в Одессу можно, но немного, если вы не будете обращать внимание на сирены, и иногда работающие наши системы ПВО, которые там блуждающие российские беспилотники обстреливают. То есть у нас бомбежек уже нету, но срабатывает автоматическая система ПВО Одесской области, которая показала себя очень хорошо. Она автоматически срабатывает, если какие-то воздушные цели появляются. Но в последнее время это в основном беспилотники. Они сбиваются. То есть, если вам комфортно жить с сиреной, пожалуйста. Ну, мало ли у кого-то Спасибо. острых ощущений, никто никогда не жил под сиренами, может захочет, да. Да. Скажите, пожалуйста, вот много людей Касательно уехало из жителей Одессы? Не понял? Много ли людей уехало из Одессы с началом военных действий? Ну, скажем, город опустел, потому что мы знаем, Да, что вы из знаете, Киева уехало процентов много людей. 30-40 Допустим, из города, Одессы да, много покинуло. уехало? Первую неделю боевых действий, процентов 30-40% населения покинуло город. Но последнюю неделю очень много людей вернулось. Соответственно, в Одессу вернулись пробки. В Одессу второй день, как горсовет полностью расчистил от военных сооружений улицу Дерибасовскую. А на второй день уже полностью свободная. Народ там опять гуляет. Так что все нормально. Касательно, вы задавали вопрос по Житнице. Действительно, весенние полевые работы в области тоже все проводятся в нормальном режиме. Хочу вам сказать еще отдельно, что сейчас очень важна роль дунайских портов, Рени, Измаила, Килии, потому что одесские порты Большой Одессы, Черноморск, Южный и сама Одесса, они заблокированы. До сих пор заблокированы, поэтому вся торговля идет вот в том направлении с границы Румынии. Очень много украинского зерна сегодня Румыния и Польша предоставили объемы, складские помещения, и украинское зерно экспортируется через польские порты и через румынские порты. Вывозится туда и дальше экспортируется. То есть, я так понимаю, вся нагрузка с портов Одессы или четко сейчас перешла на вот эти порты, которые на Дунае, правильно понимаю? Ну, они маломощные. Ну, их объем несопоставим с одесскими портами, но какую-то часть экспортного потенциала они на себя берут. Основная часть сейчас зерна и прочих продуктов украинских, как экспортные и импортные операции, осуществляется через порт Констанца в Румынии, порты Констанца, и порты Гданьск, Щецин, Польша. А также я знаю, что пошли контейнерные поезда вот в направлении с Одессы, в направлении Клайпеды, в Литве и Гданьска, Польша. Ну хорошо, я так понимаю, что эта война может скоро не закончиться, и очень многие говорят о том, что Украине придется привыкать жить, ну скажем, с таким агрессивным соседом рядом, который в определенные периоды, там раз в 2 года, раз в 3 года будет проводить такие активные фазы
военных действий. Есть ли понимание у украинцев, в частности в Одессе, о том, что придется привыкать с этим жить, в том числе и под морской блокадой, и готовится ли город и население к этому? Скажу вам не очень такую приятную вещь, но мы привыкли к этому соседу с 2014 года. В 2014 году еще Украина заявляла, что Россия агрессор. И если тогда мировое сообщество, европейское сообщество повлияло бы как-то более жестко на руководство России, и тогда бы были введены еще санкции, может быть, даже сегодня войны не было. Понимаете? То попустительство и то как бы стараться не замечать проблемы, я считаю, что в том числе и вина лежит на наших партнерах европейских в том числе. Ну, это такое, как бы, Бог им тоже судья. Но сегодня они нам помогают, сегодня они нас поддерживают. Это уже хорошо, что мы не одни на этой войне. Но, к сожалению, мы привыкли за эти 55 дней войны жить в военных условиях, в том числе Одесская область, Одесса. И потихонечку мы, как люди, совсем свыкаются. Если люди свыклись даже жить под бомбежками, знаете, в прифронтовых областях, то мы, тем более, Одесская военно-курортная область, тоже привыкла к этому уже. И действительно, если не будет какого-то прогресса мирного, переговорного, а он сегодня заморожен, спасибо. Вот самое большое продвижение было в Стамбуле, потому что переговоры на границе Украины и Белоруссии ни к чему не приводило. Во-первых, Беларусь сторона конфликта, однозначно. И сегодня мы видим площадку турецкую, то есть в Стамбуле, в Анкаре, при посредничестве президента Турции, той площадкой, которая реально может привести к какому-то политическому урегулированию этого военного конфликта. А так будем жить все время в войне, к сожалению. Потому что Украина мы же понимаем, что... четко ставит... Я прошу прощения, вы хотели что-то договорить, я вас понял. Что никакого отторжения или там федерализации или же независимости некоторым территориям, оккупированным территориям России на востоке Украины не будет. То есть мы можем, четкая позиция Украины, мы можем только договариваться по статусу, неблоковому статусу Украины. Все, точка. Независимость и территориальная целостность Украины не подлежит никакому сомнению. Возможен разговор просто о статусе неблоковом Украины и о статусе там, восточных регионов Украины или Крыма. Ну хорошо, но мы же понимаем, что эти мирные переговоры и соглашения, которые мы достигли в Стамбуле, они зашли в тупик. И мы прекрасно понимаем, что, скажем, все решается сейчас на поле боя. Абсолютно верно, к сожалению, так. И никаких мирных договоренностей не будет, или договоров каких-то не будет, пока там одна из сторон, скажем так, не сдастся, либо не пойдет на уступки. Как сказал позавчера президент Российской Федерации Владимир Путин во время телефонного разговора с одним из лидеров Европы, еще не время договариваться. Понимаете, значит, та политика безжалостного уничтожения российских городов и сел, гражданского населения, она будет продолжаться, к сожалению. Но украинских Украина вы имеете в виду? Будет защищаться. Украинская армия, украинский народ на своей земле. На нас мы ни на кого не нападали. Безусловно, это Украина никого не нападала, напала Россия, но у России и Украины разные видения. Украина хочет освободить территории, и в этом Украину поддерживает все мировое сообщество, а Россия хочет, непонятно чего хочет. Господин Демчогло, вот в этом контексте, какой месседж или послание у вас будет Гагаузии, где мы знаем, что полностью солидаризируются с Владимиром Путиным и с той агрессией, которую ведет Россия в Украине. И более того, они верят в те рассказы того же Владимира Путина, российская пропаганда, о том, что Россия кого-то там освобождает. Вообще нуждается ли
Украина в освобождении, и в частности Одесса, где большинство населения русскоязычное. Ждут ли они русский мир и хотят ли они, чтобы их освободили? Я вам скажу, что есть уже конкретные примеры. Город Харьков. Город, где большинство населения говорит на русском языке. Русскоязычный город Харьков на 50-60% полностью уничтожен российской армией. Русский город Харьков сегодня уничтожен русской армией. Украинцы русского происхождения, население Харькова помогает копать окопы украинской армии, чтобы русский мир не пришел. Русские Харькова не хотят русского мира. Сегодня все украинцы, независимо от происхождения, русского, белорусского, молдавского, болгарского, гагаузского, поддерживают свою страну. Вы понимаете, что та пропаганда, что в Украине бандеровцы, как может быть президент страны еврей-бандеровцы? Как может быть премьер-министр еврей-бандеровцев? Если половина правительства, многие государственные чиновники общаются на русском языке. Президент Украины часто переходит на русскую речь. Я в Одессе ни одного бандеровца не видел. Знаете, если у человека проукраинская позиция, прогосударственная позиция, он не может быть бандеровцем, понимаете, для кого-то. Вот этого не понимает и руководитель Российской Федерации, тот человек, который начал эту войну. Вся эта война началась из-за амбиций всего лишь одного человека. Российский народ это со временем поймет, но и российские, и украинские народы за это сегодня платят очень высокую цену и будут платить, к сожалению, дальше. Пока амбиции этого человека, неправильные, больные амбиции этого человека не уйдут куда-то, не пропадут, понимаете? И мы все жертвы этого человека. Сегодня то же самое город Мариуполь. Еще в 2014 году 82% населения города Мариуполь русские. Еще в 2014, 2013, 2014 году то же самое происходило. Русскоязычный Мариуполь не захотел ДНР, ЛНР. С 2014 года город Мариуполь это конкретный пример прекрасной, счастливой жизни в Украине. Когда в городе открылись новые предприятия, когда в городе были отремонтированы с 2014 года все дороги, когда в городе появились торговые центры, когда в городе Мариуполь проходили международные конференции, бизнес-форумы, а в то же время в 20 километрах от Мариуполя, там Новоазовск город, прочие города, была одна нищета, разруха и безработица. А в городе Мариуполь с 2014 года количество рабочих мест в 3 раза больше увеличилось, чем до 2014 года, понимаете? Вот конкретный пример, почему сегодня русские Украины не хотят русского мира. Их украинский мир, их государство Украина очень даже устраивает. И они готовы за это бороться, защищать Украину, в том числе русские Украины. И не только русские, и болгары, и гагаузы, и молдаване. Ну, то есть, если я правильно вас понял и резюмировать ваш месседж, что в Гагаузии не стоит ждать русского мира, он сюда не придет, потому что Украина выстоит. Абсолютно верно. В этом сомнений у меня никогда не было. Даже если вот вы следите за моей страницей в Фейсбуке, это на второй, на третий день я вам... Когда на третий день войны российская армия была остановлена у Киева, и дальше у нее не получилось, это было буквально третий день войны, вы знаете, что все прекрасно знают, что была дана команда российской армии за 3-4 дня взять Киев. Тогда я написал после Украину, по крайней мере всю, никогда российская армия не захватит. Да, частично какие-то регионы, что сегодня и происходит, мало того, эти регионы, даже если что захватываются, они сравниваются с землей, понимаете. Сегодня, мало того, я вам скажу, что после войны, я не знаю, что будут, как украинский народ простит Россию, я даже не представляю, потому что грабежи, насилие, расстрелы мирных граждан, изнасилование женщин, понимаете, стали достоянием общества. И то, что пережили оккупированные территории и уже освобожденные, это вообще не подлежит никакому
знаете, это ну, нереально. Российская армия показала себя во всех плохих проявлениях. Не хочу это слово говорить, но скажу, ну, многие говорят, что фашисты во время Второй мировой войны были намного более лояльны. Понимаете, грабежи сегодня, вот сегодня я вам расскажу конкретный пример. Наш Гагауз звонил с Херсона, последние два дня в Херсоне начались массовые грабежи магазинов со стороны военнослужащих Российской Федерации. До сих пор этого не было. Но последние 2-3 дня заходят с автоматом, из полок все собирают. Хорошо, да, кстати, из Херсона очень мало поступает информации. Можем ли мы ожидать примерно то же самое, что мы увидели в Буче, Гостомеле и Ирпене, после того, как оттуда из Херсона уйдут российские войска? Я не хочу даже об этом думать, но, к сожалению, наверное, вы знаете, российская армия, она везде. Не может быть она в одном месте плохая, хорошая, потому что в Харьковской области то же самое происходило. Тоже в харьковских многих населенных пунктах, тоже грабежи, насилие, расстрелы, массовые расстрелы на улицах гражданских людей. Понимаете? Это армия-освободитель. Что она принесет Украине? Ну, мы видели, что они принесли в Киевскую область. Примерно то же самое, скорее всего, они принесут везде, где они побывают, к сожалению. Абсолютно верно, к сожалению. Господин Демчогло, я благодарю вас за это интервью. Мы желаем Украине выстоять, желаем Украине вернуться как можно быстрее к мирной, нормальной жизни и выстраивать свое будущее так, как пожелает тот народ Украины. Спасибо большое за поддержку, спасибо большое за интервью. Все будет хорошо. Надеюсь, все-таки прогнозы, что вода будет долгой, что они не сбудутся. Война как можно быстрее закончится, потому что мы каждый день платим это очень, очень горькую и большую цену. И в том числе даже простой российский народ. Он скоро это очень почувствует еще больше, к сожалению. С каждым днем войны народ России тоже будет жить хуже и хуже. Мы очень на это надеемся, что война закончится очень быстро, и те, кто инициировал эту войну, как можно быстрее поймут бесперспективность этой идеи. Друзья, благодарим вас, что вы были с нами сегодня. Посещайте сайт Нокта, вы будете в курсе всего, что происходит в Республике Молдова, в Гагаузии, в том числе и в курсе того, как идет война в Украине. И мы, безусловно, будем информировать вас о том, что происходит там, и о всех победах украинской армии. Оставайтесь с нами, увидимся через неделю.